Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Год выдался непростым. Ленское пароходство объявило о завершении навигации. Через какие трудности пришлось пройти. Рейд по торговым точкам и местам общепита в Ленске. Проверяют, как соблюдает указ главы Якутии о деятельности в нерабочие дни. Успеть до начала распутицы. В Тампонском районе переписчики отправились к жителям заречных сел. Власти Якутии планируют до конца года ввести в эксплуатацию порядка 60 многоквартирных домов и расселить из аварийного жилья почти 2000 семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя. В текущем году введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов, в которые переехали 322 семьи. До конца года планируется ввести 59 домов, в которые предполагается расселить 1946 семей из аварийного жилья. Кроме этого, ведут работу по выплатам компенсации собственникам квартир в аварийных домах. Этим правом воспользовались более 1800 собственников. Таким образом, выплатили свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Тем временем в Якутске начались археологические раскопки на проспекте Ленина. Напомним, во время ремонта дороги найдены фрагменты человеческих костей. На участке Центральной улицы обнаружено старинное захоронение, по меньшей мере 3 гроба с человеческими костями. О том, как планируют работать археологи, расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Он находится на месте и общается с учеными. Дима, здравствуй, передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Ну, сейчас мы находимся внутри палатки, которую здесь расположили у нас специалисты научно-исследовательского центра Республики Саха-Якутия. Вы здесь можете посмотреть, как сегодня ведутся археологические работы. Это у нас, получается, студенты и молодые сотрудники именно этого научно-исследовательского центра, которые сегодня помогают здесь провести археологические работы. Ну, а более подробно, какие же здесь захоронения и чьи это могут быть останки, нам расскажет руководитель группы Елена Соловьева. Елена, здравствуйте. Расскажите вообще, вот какие у нас, чьи это могут быть останки и почему они здесь появились сегодня? Ну, они появились здесь не сегодня, скажем так. Они появились здесь, по нашим предположениям, где-то в первой половине 18 века. И связаны они, скорее всего, с некрополем, или, как называют, погостом Тихвинской церкви, которая расположена была на углу улиц Петровского и улицы Большая. Ну, а чьи это могут быть останки и вообще вот что говорят исторические факты и так далее? Ну, во-первых, исторические факты говорят о том, что вообще в традиции, в христианской традиции было хоронить прихожан церкви, ну, около храма. Поэтому здесь лежат, ну, горожане, которые проживали в городе Якутске в 18 веке. Но это, опять же, это, говорю, это пока предположение, да? Вот, прихожане вот этой Тихвинской церкви. А сегодня вот захоронение и вообще как будут вестись работы? Ну, как видите, мы для себя выявили несколько погребений, которые проявились уже на поверхности, да. Мы примерно видим их контур, поэтому мы сейчас вот их оставляем как бы такими ступенечками, а вокруг оконтуриваем, грунт изымаем. И так как он, скорее всего, стерильный, этот грунт, мы это видим вот в процессе раскопок, поэтому наша задача его сейчас просто технически снять, вытащить. И согласно методике мы должны дойти до уровня дна гробовины, оконтурить, зачистить гробы и только потом приступить к разборке самих погребений. Ну и немножко расскажите о ваших коллегах, кто вам сегодня помогает и вообще насколько у них опыт и так далее. Ага. Ну, сегодня помогает, во-первых, сегодня вот мой друг присутствует здесь, мой коллега, с которым мы работаем уже много лет. Вот, Александр Дмитриевич, покажитесь. Мы уже много
лет работаем, начинали работать в Якутском госуниверситете, еще совсем будучи молодыми. Это он всегда мне помогает, приходит на помощь. Ну а основная, конечно, нагрузка легла на плечи наших студентов исторического факультета. Здесь разные курсы. Это ребята, которые входят в состав археологического отряда «Дерин», который был организован в 2019 году и уже поработал с нами и на раскопках неолитических памятников, и на раскопках вот более поздних памятников. Тоже в прошлом году они работали с нами на раскопках на улице Ярославского, 31, на месте строительства здания арбитражного суда республики. Спасибо. Ну а мы на этом завершаем. Более подробно мы будем рассказывать в вечерних сюжетах наших новостей. Коллеги. Дима, спасибо. Это был мой коллега Дмитрий Темеров с информацией о раскопках на месте ремонта центральной улицы Якутска. Идем далее. Сегодня над зданием управления Ленского пароходства спущен вымпел навигации текущего года. А крайние теплоходы благополучно встали на зимний отстой, сообщает пресс-служба ЛОР. Отмечается, что на реке Лени навигация началась на 13 дней позже прошлогодней и прошла в сложных условиях ограниченной видимости из-за лесных пожаров. Завоз грузов в районы Крайнего Севера был связан с трудностями в связи с перебоями в работе Зеленомысского речного порта. Отгрузку каменного угля с шахты Джибари-Кихая ввели не в полном объеме в связи с отсутствием накоплений. Тем не менее, навигация успешно завершена, случайных отстоев нет. Весь флот находится в плановых пунктах зимнего отстоя, говорится в сообщении. Далее к эпидобстановке. Еще 290 якутян заразились коронавирусом за минувшие сутки в регионе. Из них 143 в Якутске, сообщает оперштаб. В Мирнинском районе 13 случаев заболевания, в Алданском 12, в Алекминском и Ленёкском районах по 8 случаев, в Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Хангаласском по 7 заболевших. Еще в 18 районах фиксируют от 1 до 6 заражений. В рейд по торговым точкам и местам общепита отправились сегодня в Ленске сотрудники полиции, Роспотребнадзора и административной комиссии. Проверяли, как соблюдают указ главы Якутии о деятельности в нерабочие дни. Светлана Балеева о выявленных нарушениях. Участники рейда разделились на 2 группы и отправились на проверку торговых точек и мест общепита, чья деятельность была разрешена в дни карантина. Первая группа проверила, носят ли маски покупатели и продавцы в магазинах. Вторая – работают ли те торговые точки, чья деятельность была запрещена. В процессе рейда были проверены несколько крупных магазинов. Сотрудники Роспотребнадзора в своей части нарушений не выявили. В нашу сферу контроля входит именно проверка соблюдения требований санитарных правил, профилактика новой коронавирусной инфекции, которым предписано соблюдение социальной дистанции, наличие антисептиков для посетителей, соблюдение масочного режима работниками торгового объекта, продавцами, кассирами. То есть, вот такие требования. Продавцы во всех магазинах оказались в масках. Это порадовало. А вот покупатели многие пренебрегают индивидуальными средствами защиты. При проверке было выявлено 2 правонарушителя, в отношении которых были составлены протокола по 20.6 прим. 1 часть 1. Данные материалы будут направлены в районный суд для принятия правового и законного решения. В этот день в городе разрешено было осуществлять свою деятельность только торговым точкам с предметами первой необходимости. Так были открыты продовольственные магазины, где перечень товара жизненной важности превышал 20%. Также магазины с кормами для домашних питомцев. Помимо этого, в дни карантина разрешена деятельность кафе и ресторанов, но только по предъявлению ленчанами QR-кода. Соблюдение этих условий тоже было проверено. В данный момент мы находимся у ресторана «Лена». Здесь мы тоже осуществили проверку на наличие QR-кода, обслуживания, готовности зала к работе. Нарушений мы не выявили. Организация работает в режиме предъявления QR-кода. У некоторых организаций все-таки были выявлены нарушения. В случае их повторения предпринимателям будут выписаны крупные штрафы. Рейды будут продолжены и дальше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
В нерабочие дни республиканский волонтерский штаб оказывает помощь пожилым людям, доставляют продукты питания, помогают передвигаться по городу для получения вакцины. Как сообщил координатор движения, волонтеры работают по всей республике. В столице в основном трудятся студенты. Каждый день они получают несколько десятков заявок от пожилых людей и в течение дня их отрабатывают. Вместе с тем, штаб волонтеров нуждается в помощи добровольцев. В первую очередь не хватает водителей. Штаб находится по адресу Орджоникидзе, 10. Кто желает присоединиться, могут смело туда подойти. Также желающие могут написать в инстаграм-аккаунт штаба волонтеров «Добро ЕКТ». А вот заявки принимает по номеру горячей линии 8 800 234 11. Волонтеры, которые являются выездными волонтерами, которые контактируют с населением, они все вакцинированы, ревакцинированы, получается. И те, кто в медорганизациях тоже находится с контактом с людьми, с большим количеством, тоже вакцинированы. Ну и по ПЦР тоже проходят, соответственно, анализы. Вот. И, конечно же, не допускаются к работе волонтеры, которые имеют признаки ОРВИ, либо гриппа, либо коронавирусной инфекции. Соответственно, тоже ответственность высокая. Каждый волонтер тоже понимает, что делает такую большую работу, где контактирует с большим количеством людей и заранее предупреждает, если что-нибудь может такое произойти. В Тампонском районе переписчики еще до распутицы приступили к активной работе с жителями заречных сел. В 6 поселениях во всероссийской переписи приняли участие почти половина населения. В эти дни перепись идет в селах Кэскил, Теплый Ключ и райцентре, поселке Хандага. Мария Винокурова подробнее. В Хандыге по 3 участкам работают 10 переписчиков. В селах Кескил и Теплый Ключ по одному. На Хандыгском участке переписчика Ларисы Федоровой около 20 многоквартирных и частных домов. Работает она и в будни, и в выходные, чтобы все жильцы смогли принять участие в переписи. Несколько минут непринужденной беседы и необходимые сведения собраны. Из тех проживающих где-то 60% переписано. Но есть такое, что квартиры пустуют. Я хожу до 8 часов после работы, чтобы людей застать. Но часто получается, что не могу застать. Еще время есть, поэтому я надеюсь, что я постараюсь всех застать и переписать. В Тампонском районе свыше 700 человек воспользовались госуслугами, в том числе и пожилые люди. В этом им помогает Центр правовой информации Тампонской библиотеки. Больше стали обращаться. Мы помогаем в этом. Как найти QR-код. И сейчас как раз период переписи населения по России. Мы помогаем пожилым людям заполнять переписные листы по их просьбе. На сегодня в Хандыге и в селах Кескил, Теплый Ключ перепись прошли уже чуть больше 3000 человек. Это около 50% населения. Тампонцы надеются, что благодаря полученным данным район продолжит развитие. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Алроса назвала крупный алмаз в честь экс-президента торгово-промышленной палаты Якутии Владимира Членова. Камню весом более 50 каратов, которые в мае добыли сотрудники трубки «Заполярная», присвоили имя видного государственного деятеля, народного депутата Владимира Членова, говорится в сообщении. Почетный работник транспорта, почетный полярник России, заслуженный работник народного хозяйства, отличник государственной службы. Владимир Членов был награжден высшим орденом Якутии «Полярная звезда». Он ушел из жизни в январе этого года после продолжительной болезни. Постепенно открывают для туристов курорты мира. Таиланд ввел послабление для полностью вакцинированных. Теперь не требует соблюдать обязательный карантин в отеле. Австралия тоже отменяет запреты. Привитые граждане смогут въезжать и выезжать из страны, рассказывает Андрей Санников. Таиланд открылся для полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Путешественникам с 2 прививками теперь не надо соблюдать обязательный карантин в отеле. Власти королевства рассчитывают, что послабления позволят восстановить туристический сектор, в котором без работы остались порядка 3 миллионов человек, а доходы индустрии сократились на $50 миллиардов в год. Туристы мгновенно отреагировали на отмену строгих ограничений. Только в первый день действия новых правил в аэропортах ожидают тысячи туристов.
Это хорошая возможность отправиться сейчас на юг. В Европе, как вы знаете, довольно холодно, поэтому мы решили приехать сюда. Купили билет на первый рейс, когда узнали, что страна снова открывается. Я приехал сюда определенно из-за дайвинга на острове Тау и, конечно, ради безумной тайской еды. Уличная еда в Бангкоке меня удивляет, и я с нетерпением хочу ее попробовать. Новые правила действуют для прибывающих из 63 стран. России пока в этом списке нет. Туристам на пограничном контроле необходимо предъявить QR-код, который оформляется в системе Thailand Pass. В нее необходимо загрузить персональные данные и сертификат о вакцинации. Слезы и крепкие объятия. Радостная атмосфера царила в понедельник и в аэропортах Австралии. Власти впервые с начала пандемии открыли границы, разрешив привитым гражданам свободно въезжать и покидать страну. 18 месяцев, пока действовал запрет, многие австралийцы, находящиеся за границей, не могли вернуться домой и увидеться с близкими. Исключения делали лишь в редких случаях. Чувствую себя действительно хорошо. Я приехал на похороны своего отца. Я уже 1,5 года пытаюсь вернуться домой. Испытываю облегчение того, что мы наконец-то здесь. Пришлось добираться дольше, чем обычно, и нам удалось встретиться. Знаете, стоит быть благодарны уже за то, что я здесь, и я сильно рада этому. Смягчение правил связано с высокими темпами вакцинации. Так, в 2 крупных штатах, Новом Южном Уэльсе и Виктории, привиты более 80% населения в возрасте старше 16 лет. Хотя ослабление ограничений пока распространяется только на граждан Австралии, постоянных жителей и их ближайших родственников, в скором будущем планируется открыть границы для иностранных туристов и рабочих, в которых сейчас остро нуждается экономика страны. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже.